Сегодня коллектив радио получает поздравления. Первым от имени депутатского корпуса коллектив радио поздравил заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи. Пожелать всем крепкого здоровья. Вы делаете огромную работу. Вас все наши жители слушают. С пожеланиями процветания гагаузскому радио обратился председатель наблюдательного совета общественного канала ГРТ Михаил Влах. Кто бы что ни говорил, и телевидение, и радио работают на своих возможностях, на своих мощностях. И тут Мария Дмитриевна чуть-чуть приоткрыла занавес, что вот 22 года назад, в 2000 году, мало кто и верил, что может пойти этот маховик так и закрутиться, как Николай Николаевич говорит, что со всего мира за радио, мне нравится заставка, самое лучшее радио в мире, да, этой заставки. Не-не-не, в мире, не в Гагаузии, она там четко, Михаил Петрович знает, о чем говорит. И оно уже трансформировалось, на самом деле мы так тут считаем. Вот как наш коллега говорит, что оно самое лучшее в мире, мы тоже так считаем. Поэтому разрешите от имени наблюдательного совета ОК ГРТ тоже пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия вашим семьям, любви, уважения друг к другу. И, друзья мои, я все же хочу вам пожелать, чтобы даже на таких возможностях, которые мы сегодня имеем, чтобы вы все равно улучшались. Исполняющая обязанности председателя общественной компании ГРТ и главный редактор радио Галина Моресьева пожелала всем здоровья и неиссякаемого творческого роста. Хочу акцентировать внимание, что именно можно сказать, что в 2000 году, 22 года назад, произошла некая революция даже в Гагаузии, потому что радио от проводного перешло к беспроводному. То есть мы стали вещать в более широком диапазоне на FM-волнах. И тогда вот благодаря усилиям турецкой стороны, благодаря руководству автономии, благодаря людям, которые создавали радио, ну вот сегодня мы имеем ГРТ, Гагаузское радио, телевидение и радио в составе общественной компании. Ну и вот 22 года мы трудимся. Ну, начинали тогда вот Мария Дмитриевна, Екатерина Манита, Наталья Андреевич, они были в 2000 году одни из первых, кто уже в составе общественной компании Гагаузия радиотелевизионной. Ну, а всему коллективу хочу нашему пожелать сил, прежде всего здоровья, потому что когда все здоровы, все в строю, и у нас идут программы согласно нашей сетке вещания, это самое главное, здоровье и новых творческих идей, и, конечно же, сил для того, чтобы воплотить все эти идеи, все эти задачи, все эти цели намеченные, ну и, конечно, мира. Самое главное, потому что мы хотим вещать только хорошие новости, только позитивное настроение создавать в нашей аудитории. Это наша главная цель. И, конечно же, развивать и продвигать гагаузский язык. 22 года – период немаленький. Достигались цели и вместе с коллективом преодолевались трудности. По словам основателя и первого директора Гагаузского радио Марии Парфеновой, достигнуто было много, но все же есть куда расти. Ежедневные выпуски новостей, программы и все в прямом эфире для радиослушателей Гагаузии. Гагаузское радио объединяет. Так совсем недавно появилось неформальное объединение – радио «Подруги». Это женщины из разных населенных пунктов, абсолютно не зная друг друга в лицо, шлют приветы и поздравления друг другу, тем самым поднимая настроение у всех слушателей радио. Отзывы радиослушателей являются самой высокой оценкой, которая окрыляет и заставляет совершенствоваться. С праздником, дорогие коллеги!